11 Сегодня 11 июня, время 6:23. Мы идем в отдел полиции. Здравствуйте. Подскажите, вот я 14 апреля вызывал, приезжали, значит, ребята с вашего отдела приезжали. Я оставлял заявление 14 апреля. Телефон уберите, не снимайте. Вы представьтесь, кто вы? Вы телефон уберите. На каком основании? Я вам свое не давал никакое законное право, чтобы вы снимали. Вы находитесь при исполнении, Я при исполнении. а не физическое Телефон, лицо. пожалуйста, уберите. Я не уберу Я вам телефон. отвечу. Я нахожусь в дежурной части. Подойдите мне. Что там у него? В чем заключается трудность? Значит, я вызывал полицию, приезжали 14 апреля, писал заявление. Сюда приходил вечером, чтобы куск мне дали. Они сказали, что только на следующий день зарегистрируют. Ну, то есть ребята вечером уже придут со смены своей сюда приедут, им сдадут, они зарегистрируют. А я на следующий день не смог, уже уезжал из города. Они мне обещали перезвонить, дежурный. Никто не перезвонил. Сегодня какое число у нас? 11 июня. Мне не то, чтобы куск никто не сообщил, мне даже ответ никто не прислал в течение 30 дней. Адрес готовый? В смысле? Проживание? Проживание? Да, после Вот здесь Дзержинского 22. После 22. Дробь 2. Ага. Слушай, не проверяли ничего? Вот сегодня, вчера ходил и проверял. Ничего нет вообще. Все это время я ходил, проверял, вообще пустой ящик у нас закрывается, новые ящики стоят. Ясно. И вот Дзержинского 23, там вот ЧОП. Ну, обычно у вас вообще обращение к городу характер был. Письменное? Не, о чем? Там были, значит, ЧОП, Анабар называется. Они меня не пропускали в здание, значит, применяли силу. Адрес какой? Дзержинского 23. Там он был, Да. да? Ну, по идее, вам должны были это отправить. И я буквально неделю назад ходил в этот офис, ну туда, в здание. Меня опять не пускали туда идти. Я не стал полицию вызывать, потому что времени не было, ушел просто. Там требовали паспорт, обработка персональных данных. Ну все, короче, нарушения все написал заявление. Потом приезжали вот эти их руководство ЧОПа на бар, на меня там пытались они выкинуть из, ну так же при входе. Ага, да. Так, участковый, кто ваш не знаете, да? Так мне даже куск никто не сообщил. Алло. Так, как вам посоветую? Ну, по участковому подойти, может, что об этом вспомнить. Потому что обращение, говорю, у нас очень много физических. Ну они же куспируют журнал. Обязаны это куспировать. Ну, журнал заполняется, журнал сдается в архивы, они еще где-то находятся. Конечно, сразу, я так понимаю, найти не получится. То есть вам ответ дадут, но надо подождать время. Так время уже больше 2 месяцев прошло. Я вам говорю, у нас нет такого... Нет, не 2 месяцев, урок 2 месяца. Вот. Ну, я вам говорю еще раз. Даже у меня куча материалов для физических и технических. Ну, по закону 30 дней должны ответ дать, либо о продлении рассмотрения, там еще что-то. У нас вот решение принято было, что вопрос это. Скажите, вы мое разрешение спрашиваете? А я не должен спрашивать разрешение. Вы находитесь при исполнении служебной обязанности, у вас есть приказ Колокольцева. Я и позвольте вам скажу, что еще момент, да? Я тоже, по идее, лицо, как человек гражданский. Нет, вы находитесь на службе, вы сейчас не гражданство, вы представитель государственной власти. Позвольте вам доведу. Вы же мне должны, по идее, спросить, поинтересоваться, нет, мы же вас снимем. Нет. Как это нет? Вот вы когда снимаете, вы То есть должны... Я человек бесправный, да? Почему вы человек? Вы не человек сейчас, вы сейчас при исполнении. Но я человек бесправный, получается. Вы когда домой уходите после работы, вы уже человек физический. То есть меня спрашивать не надо? Сейчас? Вообще, да. Нет. Вы лучше спросите, сейчас на видеокамеру. Я записывать имею право, я не имею права вылаживать в соцсети, правильно? Я еще раз задал вопрос. Если ваше где-то изображение публикуется, вы имеете право обратиться в гражданском порядке в суд. Вы меня спросили? Я не должен спрашивать, вы понимаете? Это То есть мое я право. все-таки, да? Вы не человек сейчас, вы сейчас полицейский при исполнении обязанностей Ну, своих. первый раз. Соответственно, вы действуете в рамках своего То есть я человек, одевший закона о форму. полиции номер 3 ФЗ. Я еще раз говорю, то есть я человек, но одевший форму, правильно? Да, Я да. человеком. Ну, человек вы как
Но права у вас сейчас человека нет. У вас права именно что в рамках ФЗ номер 3. Теперь позвольте, я вам договорю. Потому что, смотрите, в случае даже на распространения данной видеозаписи в сети интернет, в случае будет порочащая честь и достоинство мое, да? Я вам задал прямо на камеру соответствующий вопрос. Я не получил ответ. В случае, если это будет порочащая честь и достоинство, я буду... Вот я тоже вам задал вопрос, вы мне не ответили. Вы сказали, подождите, подождите. Но это вы нарушаете закон А федеральный. что, подождите? Ну, ответ в течение 30 дней. Ну, я говорю, я не разбирался в вашем... Обращение. Ну, а почему вот он меня к вам при... Ну, вот разберут и решит вопрос, предоставят. Ну, как 30 дней уже прошло, уже почти 60 дней прошло. Предоставить. Потому Ну, что я это же говорю, нарушение. я Вы согласны? говорю, возможно, нарушение. Возможно, вопрос давно решен. Возможно, вам отправили на почту. На какую почту? Какую давали? Я же писал адрес домашний, Так, заявление. следующий вопрос. Ладно, вопрос закончен. Вы же по Смотрите. ФЗ должны давать Теперь смотрите, письменный позвольте мне говорить. ответ. Первое. Ответ вам, скорее всего, предоставят. Надо обратиться к территориальному участковому, это раз. Я просто знаю, что потом теряется у участковых это все дело, материалы делают. Второе. Вы же не первый раз Вы не обращаетесь. получили моего разрешения и не задали вопрос. Ну, это ладно, это вы можете в порядке, как вы говорите, Третий гражданский, да, если вы как человек, вы в гражданском Теперь праве третий, имеете право позвольте, обратиться в суд. Давайте последуйте. Ага. Третий момент. Если вы меня спросили, я вам сказал, разрешаю снимать. И сейчас ваш ответ не причина, я позволяю Ну, снимать. начнем с того, что вы сразу уже нарушили закон о полиции номер 3, статья 5, вы не представились. Вы не спрашиваете. Так, вы в любом случае должны. Я не должен спрашивать у вас. Почитайте внимательно. Я читал и 4 пункт, и 5 знаю. Угу. Лучше обращение гражданина сотрудника полиции, правильно? Хорошо, предоставьте свое служебное удостоверение для ознакомления в полном развернутом виде. До полного ознакомления. Буду показывать удостоверение. Вы не Потому что камеру. я даже не знаю, кто вы. Не на Ну, камеру. хорошо. Давайте Вот потом. это я. Так, это у нас Участковый полномочий полиции, капитан полиции Рогожин, участковый полномочник полиции до 10 декабря 26 года. Вот это у вас штрих-код, да, американский. Ну, посмотрите, что это такое. Куда он отсылает? На Министерство труда, юстиции США. Там зарегистрировано ваше МВД. Ради интереса посмотрим. Посмотрите, Нет пожалуйста. времени свободно. Ну, да. Ясно. Так что смотрите, вы находитесь... Но вы участковый по какому? Потому что их же много. Я к вам говорю, говорю. Ну, вот вы ко мне надо. По Дзержинскому. Наши вопросы мы могли бы что я могу дать вам ответы. Единственное, просьба. Ну, вы как бы не уполномочены, правильно сейчас? Нет уже другого. кто Ну да, занимается. да. Почему вот они мне не дают ответа? Я как бы должен в дежурную часть обратиться, Ну, правильно? смотрите, вы... А так получается... Грубо говоря, если обращаться по-человечески, да, как вот... Нет, все по-человечески эти- обращаются с людьми, кто по-простому живут. Вы сейчас на службе находитесь. Вы только в рамках... У нас с вами взаимодействиях нету человеческого. У нас в рамках законов федеральных. Все. Вы представляете государство, понимаете? Вы сейчас не человек для меня. Вот я человек, просто гражданский человек. Я человек. А вы Я наделены сотрудник властью. полиции, находящийся при исполнении. При исполнении, да. Вы наделены властью, оружием, формой. Соответственно, вы в рамках своего ФЗ и приказа. Все, уже гражданский кодекс на вас не распространяется. Вот вы когда уходите на работу, Часть все распространяется также гражданского. Нет, нет. Вот в первую очередь идет, и все через в суде, все идет по вашим этим. Ну, ясно. Вот это почему-то эти люди мне ответ не дают. А так вот говорю, все вопросы решают, в принципе, нормально. Да я уже по-хорошему сколько с полицией общался. Я же никогда не хотят без камеры по-нормальному общаться. То обманывают, то все теряют документы, заявления. Ну, не знаю, не знаю. Ну я знаю, я уже не первый год Ну, уже. честно скажу, я тоже не люблю, когда меня на камеру снимают. И избивали меня здесь за то, что когда я приходил заявление писать, стоял здесь вот И другой. над душой. Учили меня как заявление писать. Я подаю заявление, и меня здесь задержали за то, что вот я не подчинился. Что я неправильно писал шапку на имя не на того начальника. Это как вообще понимать? Ну, это, знаете, так- У меня к этому отделу полиции очень большие претензии. Поэтому я говорю, даже такие не поверишь. Первый раз такой А вот случай попался. здесь вот у нас дзержинские участковые сидят. Нормальные парни. Не всегда, сколько вот к ним ходил. Дежурный. На Богатыреву, вот здесь, ну, в доме-то вот. Мгм. Там нормальные у нас участковые всегда. Ну, да, И не запрещали никогда снимать меня. Приходил спокойно, с документами знакомился, с материалами дела. Все. а так, смотрите, любое обращение должен быть разрешено. Пройдя, но разрешено.
Вы должны были выложить. Вот вас обязывает, когда вы ведете вот на дозор, там, на какой-то еще прибор, вы обязаны сообщить. Я скажу точно. По видеозаписи. Что я заметил, что она работает, к сожалению, очень плохо, то, что камера на всех клеит. Видение людей. Наверное. Потому что никто не хочет нормально общаться на камеру. Кто умеет, тот будет и может. Не, без камеры тоже плохо общаются. Еще хуже. Не знаю, ты скажи. Особенно ГИБДД. Не знаю даже. С ними не общался. Ну, Не вот, работал, видите, пока это вот там вообще ребята. Может, я пойду домой? Я не, сейчас подожди, дайте. Можно. Так, подождите, хорошо. Эх, 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 эх. Передайте оперу. Оперу? Здесь снимать запрещено. Вы не представитесь, представьтесь, согласно ФЗ номер 3, пункт 5, статья 4, статья 5, пункт 5. Снимать запрещено. Вы представьтесь сначала, а потом требования уже просмотрим ваши. Вы сначала выключите свою камеру, Вы кто? потом Вы кто? нормально будете Вы разговаривать. кто, товарищ? Вы скажите хотя бы свое имя, фамилию. Не буду я вам ничего не говорить. Правда, что ли? Вот нахал, а. Ответственного можно будет пригласить? Дежурного? Что? Ответственного, дежурного. Сегодня кто по городу сегодня дежурный? Товарищ. Еще Якутский федеральный городской суд. Да. Интересное кино. Здравствуйте. Подскажите, вы начальник, да? Ну, как бы ответственный. Я дежурный. Подскажите, вот Оперативный как, дежурный. Вот вы сейчас в данный момент телефон уберите. как человек, вот Снимать почему нельзя он на камеру. не представляется мне? Вот сейчас вот в данный момент вы находитесь в режимном помещении. Нет, я еще туда не прошел. Режимное помещение у вас за. Режимное помещение. В самом Нет, здании нет, это нет. режимное помещение. Вот это называется фойе. Это место для граждан, Да. для Я ознакомления вам с еще раз документами. объясняю. В данный момент вы находитесь в режимном Тут помещении. находится информационный стенд. Не надо меня вводить в заблуждение. Я хорошо знаю Я законы. я вас в заблуждение не вожу, я вам говорю. Ну, данный представьтесь объект- тогда, хорошо. данный Я на объект- вас жалобу напишу. Представьтесь. Да, в жалобу пишите, ради Вы бога, это представьтесь, ваше кто право. вы, кто вы. Оперативный дежурный, старший лейтенант полиции Михайлов. Михайлов, хорошо. Где у вас здесь какой-то приказ или что-то в том, что здесь режимный объект, где Режимный информация, да? объект, ну, регламентируется это нашими внутренними. Нет, это должно быть у вас вывешено здесь. На что вы ссылаетесь? Здесь на стенде вся информация есть. Нет, вот здесь вот у вас должно быть. Здесь вот, Да. что режимное помещение. Информационные стенды никто не запрещает Вот снимать. информационные стенды здесь. Да. Вы, пожалуйста, мне не снимайте. Вот здесь тоже Я вам информация. говорю, и самое главное, вы меня никуда там, то есть в интернет средства. Но это я уже сам решу. Да, ну я вам свое право Да. не даю. Михайлов, да? Да, я вам свое право Можно не даю. ваше служебное Ну, удостоверение? Если вы хотите, Я не доверяю вашим жалобу, словам. можете жалобу Нет, написать. вы можете мне предоставить? Ну, а на каком основании? Это Для по чего? требованию. Вы вот мне объясните, вы сейчас дежурную часть пришли. Я у вас пришел что? обратиться. Да, у вас что у вас? Узнать, Что хотели вы? что с моим заявлением. Каким заявлением? От 14 апреля. Мне обещали перезвонить вот здесь вот ребята, которые дежурили. Вы камеру сейчас уберите, не снимайте меня, Вы пожалуйста. посмотрите? Конечно, я Ну, посмотрю. я буду вот сюда в сторону снимать. Хорошо. Телефон уберите. Лагунов. 14 апреля. Как еще раз? Лагунов. 14 апреля могли зарегистрировать 15 утром. Мне так сказал дежурный. 14 апреля. Да, в 3 часа дня Дзержинского 23. Приезжал наряд полиции, снимали у меня заявление. Я проверим. Ага, спасибо. Так, кому надо, здесь у нас контролирующие органы. Гараж, гараж. Здесь у нас номера телефонов, руководителей.
Вот еще аппаратура. Так. Все больше здесь ничего нет. Здесь у нас тоже осталось информация. Такие вот дела. Запрещают снимать, как обычно. Говорят, что это режимный отдел. Хотя это режимным отделом, объектом не является. Да.